эфире телеканала «Итоги дня», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Коротко о темах. В арктических районах Якутии начали подготовку к вероятным рискам предстоящего паводка. В республике заработали 26 новых камер видеоконтроля нарушений ПДД. Расскажем о том, какие правонарушения они фиксируют. Синергия Арктики предусматривает создание более 7 тысяч километров волоконно-оптической линии связи. ВОЛС обеспечит высокоскоростной доступ в интернет для более чем 72 тысяч жителей Якутии. В Нерюнгринском районе продолжаются мероприятия, посвященные 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали, давшей толчок развитию всей Южной Якутии. Особое внимание своему здоровью уделяют и алданцы. Они не только регулярно посещают профосмотры и диспансеризацию, но даже и посвящают этой важной теме игру КВН. На сегодняшний день из населенных пунктов Курганской области эвакуированы более 13,5 тысяч человек. Уровень воды вырос от 631 сантиметра до 742 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол и Кургана до 18 апреля. Якутия продолжает сбор гуманитарной помощи жителям Оренбургской области. Коллектив из ГУП ЖКХ уже доставили 50 коробок со всеми необходимыми вещами. В первую очередь по заявкам были собраны товары первой необходимости. Это постельное белье, одежда, продукты питания и бытовая химия. Напомним, что в Оренбургской области с 4 апреля действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия придала ему федеральный статус. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 миллиардов рублей. Пострадали многие объекты экономики области, пострадали обычные жители, потеряли и понесли ущерб материальный. Поэтому наша республика никогда в стороне не оставалась в таких ситуациях, потому что и можно вспомнить двухгодичную давность паводка дождевого в Верхоянском районе. Тоже большой ущерб республика понесла, жители республики, и, конечно же, тоже была оказана гуманитарная помощь. Северные реки Яна, Индигирка и Колыма могут предоставлять угрозу для населенных пунктов во время паводка. В арктических районах Якутии начали подготовку к вероятным рискам предстоящего паводка. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Дмитрий Садовников. Сегодня под его руководством работает комиссия на территории Среднеколымского района. Отмечается, что северные реки Яна, Индигирка, Колыма предоставляют определенную угрозу для населенных пунктов. Закрыт проезд по ледовой переправе Хатас и Павловск. На выезде и въезде установили запрещающие знаки и шлагбаумы. Таким образом, главные ледовые переправы через реки Лена, Алдан, Вилюй, Амга закрыты. Напомню, накануне 16 апреля закрыли переправу Якутск-Нижний Бестях. Закрыты еще 5 переправ. Хотелось бы обратиться к водителям, соблюдать все правила, воздержаться от поездок, не подвергать опасности себя и опасности перевозки пассажиров. Также инспектора Центра ГИНС Главного управления МЧС России будут проводить патрулирование, будут проводить профилактические мероприятия. Патрулирование совместно с сотрудниками ГОЧИ, с сотрудниками ГИБДД, недопущение несанкционированного выезда автотехники на лед. Закрыты еще 5 ледовых переправ в Мегино-Кангаласском, Сунтарском и Ленском районах, а также в городском округе Якутск, на реке Лене, в селе Хатас и Павловске, в Сунтарском районе в селах Тюбяй и Шея, а также Ильминир и Хадан в селах Сунтар и Тойдах, в Ленском районе в селах Южная Нюя и Натора. Подъездные пути, ведущие к переправам, перекрыты. Выставлены запрещающие знаки с обеих сторон рек. Движение для всех видов транспорта запрещено. На берегу установлены запрещающие знаки со стороны Нижнего Бестяха. Правонарушителей круглосуточно снимает специальная фиксирующая камера видеонаблюдения. Тем временем в целом по республике заработали 26 новых камер видеоконтроля нарушений ПДД. Системы контроля заработали в Якутске, Верхневилюйске, Нюрбе, Нерюнгри, Горном районе, а также на федеральных дорогах Нам, Умнас, Вилюй, Колыма и Лена. По словам специалистов, комплексы фиксируют такие правонарушения, как выезд на полосу встречного движения, нарушение требований дорожных знаков, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, превышение скорости движения, непристегнутые ремни безопасности и пользование водителем телефоном во время движения транспортного средства.
В Якутске загорелся балкон одной из квартир 15-этажного жилого дома на проспекте Михаила Николаева в микрорайоне Прометей. В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Якутии сообщение о возгорании поступило сегодня в 15:56. Поступило сообщение о возгорании балкона на 6-м этаже многоэтажного жилого дома. Огонь ликвидирован на площади 19 квадратных метров. Повреждены балконы, кухня. В результате пожара никто не пострадал, сообщили в ведомстве. В Якутии готовятся к предстоящему охотничьему сезону. Для каждого региона установлены свои временные границы. Так, в Верхнеколымском районе с 5 по 14 мая, в Кобяйском с 9 по 18 мая, в Среднеколымском и Нижнеколымском районах с 10 по 19, с 11 по 20 мая охоту разрешат в Валданском, Амгинском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Сунтарском, Татинском, Тампонском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Чурапчинском, Хангаласском районах, а также в Якутске. Позднее на день сезон продлится в Вилюйской группе районов, а также Горном, Ленске, Алекминском и Аймяконском районах. Частично в Мирнинском, Вайхале и Удачном охота начнется с 31 мая по 9 июня. С 15 по 24 мая охоту разрешат в Алаиховском, Верхоянском и Устьянском районах. С 18 по 27 в Момском районе, а с 22 по 31 мая в Жиганском и Авено-Бытантанской районах. С 27 мая по 5 июня охотиться можно в Булунском районе, с 31 мая по 9 июня в Абыйском и Алекминском. С 22 по 11 июня сезон пройдет в Анабарском районе. В этом году Якутия ведут в эксплуатацию 72 объекта дизельной генерации с использованием возобновляемых источников. Автоматизированные гибридные энергетические комплексы возведут более чем в 10 населенных пунктах республики. Об этом речь шла в Москве на встрече главы Якутии Айсена Николаева с первым заместителем гендиректора Русгидро Романом Бердниковым. В Якутии в отдельных населенных пунктах продолжают создавать новейшие автоматизированные гибридные энергетические комплексы. Каждый включает в себя современную дизельную и солнечную электростанции и систему накопления энергии. Все они объединены в общей системой управления. Комплексы позволяют экономить до 30% на поставках топлива, отметил Роман Бердников. В 2022-2023 годах новые энергокомплексы введены в 6 населенных пунктах Якутии. В рамках модернизации мы подготовили новое современное технологическое решение, когда мы вместо старой дизельных электростанций ставим комплекс, который мы называем АГЭКи. Это автоматизированный гибридный энергокомплекс, который включает, это новая дизельная станция, обязательно возобновляемую энергетику, это солнце, накопители и автоматизированную систему управления. Данное технологическое решение, во-первых, это действительно инновационно современное. Данное технологическое решение позволит не просто заменить энергетику, но и позволит получить экономию от поставки топлива до 30%. Также Айсен Николаев встретился с президентом Ростелеком Михаилом Асеевским. Говорили о реализации крупнейшего проекта «Синергия Арктики». Он реализуется с 2023 года и получил поддержку президента России Владимира Путина. «Синергия Арктики» предусматривает создание более 7 тысяч километров волоконно-оптической линии связи. ВОЛС обеспечит высокоскоростной доступ в интернет для более чем 72 тысяч жителей Якутии, проживающих на территории 86 населенных пунктов арктической зоны и труднодоступных территорий республики. Реализация проекта позволит снизить стоимость услуг связи в Якутской Арктике. Первым районом, где был реализован проект, стал Жиганский улус. ВОЛС охватил 3 населенных пункта – Бестях, Бааханы и Жиганск. Якутск продолжает готовиться к предстоящим 8-м международным спортивным играм. Одним из объектов строительства, которого находится на финишной прямой, является многофункциональный спортивный зал в 77-м квартале столицы республики. Подробнее расскажет Вероника Таюрская. Спорт – норма жизни. Это не только мотивирующий слоган, но и одна из федеральных программ, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Спортивный комплекс, находящийся по улице Ильминская, что в Сайсарском округе, стал одним из 16 объектов, где планируется проведение спортивных игр «Дети Азии». Необходимо отметить, что и время сжатое было довольно-таки, да, за год. Как бы мы год назад только начали, допустим, поэтому отделка полностью шла всю зиму, поэтому понимаю всю ответственность, что у нас будут здесь проводиться Дети Азии и так далее. Мы вот со всей
ответственностью как бы делаем свою работу. Строительная готовность нового спорткомплекса составляет 82%. Внутренняя отделка готова на 92%. Высота потолков в универсальном зале комплекса достигает 17 метров, а площадь составляет 1200 квадратных метров. Общая площадь всего здания более 2800 квадратных метров. Отмечу, что в одном из наиболее населенных районов города, а именно в Сайсарском округе, до этого момента не было ни одного спортивного объекта. В будущем здесь будет детская юношеская спортивная школа. Там по направленности большинство будет заниматься художественной гимнастикой. Мы будем охватить именно девчонок наших, да, девочек. У нас сейчас в городе учатся свыше 54 тысяч детей. Желаемое это, чтобы в нашей школе занимают более 800 детей именно в этой школе. В многофункциональном спортивном зале будет располагаться универсальный зал, где состоятся соревнования по волейболу среди юношей на предстоящих спортивных играх, тренажерный зал, помещение для проведения тренировок по художественной гимнастике и боксу. В середине мая планируется благоустройство прилегающей территории, в том числе и озеленение вокруг комплекса. Вероника Таирская, Илья Сыромятников, Якутск. В центре Якутска образовалась несанкционированная свалка. Жильцы многоквартирных домов, проживающие по адресу Курашова, 43, Пояркова, 18 и Короленко, 28, из-за отсутствия мусорных точек складируют бытовой мусор прямо возле подъездов. Подробности далее в сюжете. В прилегающей дворовой территории 3 многоквартирных домов по проекту не предусмотрены площадки для твердых бытовых отходов. В домах оборудованы мусоропроводы, откуда далее дворники их складируют перед окнами. Жильцы каждый год сталкиваются с этой проблемой, пишут письма в разные инстанции, но пока тщетно. Жильцы этих домов, квартир, все складируют мусор, скажем, во дворе. Из-за этого у нас страдают и жильцы, и дети. Как только выходим с подъездов, мы натыкаемся на большую кучу мусора. Сейчас весна, сейчас это начнет таять, и все расплывется вместе с водой по двору. Наступила весна, и именно в теплый весенне-летний и осенний период запах мусора более обостряется. Все тает, лужи, грязь – все это попадает обратно в квартиры. Одним словом, несанкционированная свалка под окнами. Даже в подъездах у нас тараканы. Я уже не считаю. То, что у нас крысы под домами и в подъездах, мыши, запах постоянно идет. Я проживаю здесь на нижнем этаже этого дома. И все запахи ко мне просто в квартиру. Летом я не могу открыть окно, потому что запахи идут. Меня это тоже возмущает. Мы пишем в управляющую компанию с жалобами по поводу выноса мусора, чтобы были санточки. Реакции ноль. Несмотря на отсутствие отдельных участков под ТБО, работники регионального оператора якутской кассети вручную загружают и вывозят мусор каждый день. А для габаритного мусора раз в неделю отправляют спецмашину. По регламенту оператор должен вывозить мусор с определенных мест. Со своей стороны региональный оператор, несмотря на то, что места накопления не организованы, не внесены в реестр, муниципальный реестр, не внесены в территориальную схему обращения с отходами, тем не менее осуществляет вывоз этих отходов, убирает эти свалки, вывозит. Понятно, что эту ситуацию надо хорошо разрулить, цивилизованно. Все 3 многоквартирных домов обслуживают разные управляющие компании. В последней встрече представители обслуживающей компании якобы согласились на установку мусорных контейнеров. Мы вышли на связь с управляющими компаниями «Альтаир» и Центральная аварийная диспетчерская служба. Во-первых, это город решает, да? Мусорные контейнеры. У нас нету места, понимаете? Там заезд, не может заехать машина. Большая грузовая. А куда поставить? Там вокруг 3 дома стоят. Это 3 разные организации. 3 управляющие компании обслуживают вот этот двор, да, дом. И кто это будет, ждем мы от города, от управы. Нам дали разрешение перед домом Пояркова, 18, вот где там свалка, да, вот туда баки поставить. Как это будет смотреться, не знаю, но пока было на май месяц.
Хочется верить, что все, от кого зависит порядок во дворах многоквартирных домов, проявят ответственность и сделают все, чтобы не создавать мусорные свалки в центре города. Будем следить за событием. Любовь Васильева, Алексей Степанов, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Военный учебный центр готовит будущих сержантов на базе Северо-Восточного федерального университета. В центре можно ознакомиться с военной подготовкой всего за 2 года. Такое обучение равносильно федеральной военной службе. Подробнее расскажет Дарья Короленкова. Разобрать и собрать автомат Калашникова студенты в этом центре могут за очень короткое время. Здесь их обучение длится 2 года, при этом ходят на занятия 1 раз в неделю. Практическую часть подготовки они проходят в Благовещенске, где у них начинаются военные сборы в течение 1 месяца. Туда входит стрельба из боевого оружия и вождение боевых машин, а также караул и проживание. После чего студенты сдают итоговый экзамен, который позволит им получить военный билет. Так, например, один из выпускников, Дархан Афанасьев, уже завершает свой семестр в этом году. Собрать автомат для него является простой задачей. А как ты думаешь, для чего вообще нужно быстро собирать и разбирать? Ну, я лично считаю, что это больше спортивные нормативы. Главное знать именно, как он разбирается, да? Главное именно время, а также знать в случае поломки именно, как его устранить. В этом году я уже заканчиваю, мой последний семестр, выпускной, в принципе. Готов к итоговому экзамену на практике? Четко боюсь, но в принципе готов. Стоит отметить, что военный учебный центр вновь открыл свои двери только в 2022 году. Сейчас у студентов есть возможность во время основного обучения параллельно получить военно-учетную специальность. Военный учебный центр студенты поступают по своему желанию. Проходят медицинскую комиссию в военном комиссариате города Якутска и годные по состоянию здоровья к службе в вооруженных силах. Далее проходят зачет по физической подготовке, принимаем подтягивание, бег на 3 километра и бег на 100 метров. Также они доказывают успеваемость по своему основному обучению, то есть у них не должно быть задолженностей. Сейчас в военном центре учатся около 200 студентов со всех факультетов университета. Обучение по программе специальности сержанта запаса составляет 2 года, а по направлению солдата запаса – 1,5 года. Студенты обучаются по разным дисциплинам, к примеру, правилам радиопереговоров, что позволяет каждому солдату эффективно использовать рацию во время перестрелки. Интент номер 1, БМП в окопе. Конец связи. Вот включаешь, и здесь есть кнопка переговорная, и передаешь, нажимаешь до упора и передаешь информацию. С помощью этого мы передаем информацию, соответственно, и передаем и получаем информацию. В военно-учебном центре для студентов все в точности, как в армии. Обязательно военная экипировка и форма должна быть при каждом студенте. Есть учебное оружие, бронежилет и шлем, и даже боевая машина. В военном центре идет набор студентов 2 раза в год – осенью и весной. Пока обучение могут проходить только те, кто учится в Северо-Восточном федеральном университете. Дарья Короленкова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации отметили в МВД региона. Решением учредительной конференции ветеранов 17 апреля 1991 года был создан Российский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Сегодня от имени руководства ведомства ветеранам вручили награды и отметили, что Совет своей повседневной общественной работой приумножает лучшие профессиональные традиции, активно участвует в социально значимой, общественно полезной, творческой деятельности, вносит большой вклад в патриотическое воспитание молодежи по республике. В Нюрингринском районе продолжаются мероприятия, посвященные 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали, давшей толчок развитию всей Южной Якутии. На одном из таких мероприятий побывала наша съемочная группа.
Торжественная церемония специального гашения почтовой марки, посвященной 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, прошла в главном отделении Почты России в Нерюнгри. Я считаю, что абсолютно правильное было решение выпустить марку, посвященную 50-летию БАМа. Потому что БАМ для нас, для нерюнгринцев, для жителей Южной Якутии – это действительно дорога жизни. Это поистине событие, которое начало историю Нерюнгринского района. Именно со строительства БАМа сюда приезжали комсомольцы, строили БАМ, строили Беркакит, Золотинку, Хани. То есть, в принципе, и история, скажем так, Нерюнгринского района, именно такого промышленного уже освоения, она как раз-таки пришла с БАМом. Для того, чтобы подчеркнуть дату выхода почтовой марки, Почта России выпустила специальный почтовый штемпель, который имеет фиксированную дату и действует только один день. Я считаю, что мероприятие очень хорошее. Все у нас прошло успешно, памятное. Все, подрамники сделали, все красиво. Сегодня жители могут приобрести марки в отделении связи. В течение 3 дней могут поставить специальный штемпель. Памятная почтовая марка, погашенная в день выпуска, приобретает филателистическую и культурную ценность. Общий тираж новой марки – 72 тысячи экземпляров. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Особое внимание своему здоровью уделяют и алданцы. Они не только регулярно посещают профосмотры и диспансеризацию, но даже и посвящают этой важной теме игру КВН. В одной из таких сошлись школьники, студенты и медицинские работники. Знаниями о том, как сохранить и укрепить здоровье, веселые и находчивые приверженцы здорового образа жизни поделились с нашими коллегами. Здоровье нации в наших руках. Теперь алданцы знают это точно. В игре под таким названием сошлись команды, объединившие приверженцев здорового образа жизни. Мы группа активная, веселая, участвуем первый раз. Я капитан команды, и мы целеустремленно надеемся на победу. Настроение огонь. Инициатором проведения игры выступила школа с углубленным изучением отдельных предметов. Она является профориентационной площадкой, на базе которой работает отряд волонтеров-медиков. Кроме того, именно в стенах школы 2 года назад состоялся первый КВН за здоровый образ жизни. Сегодня к конкурсу присоединились коллективы медицинского колледжа и Алданской центральной районной больницы. Команда волнуется, не будем этого скрывать, мы все волнуемся, но мы друг друга поддерживаем. Мы говорим: да не волнуйся, все будет хорошо, а сами трясемся от страха. Команда настроена, я бы сказала, на победу, конечно, но больше мы хотим просто получить удовольствие от сегодняшней игры. Участникам предстояло показать не только реальные знания, но также проявить смекалку и находчивость. Творческие способности и креатив тоже пригодились. Игра состояла из нескольких этапов. Отдельный конкурс ожидал капитанов. Хочу пожелать всем игрокам удачи и на будущее, чтобы команд было как можно больше. Давайте все присоединяться к такой замечательной игре КВН про ЗОЖ. Первое место в поединке веселых и находчивых заняли волонтеры-медики. На 2-м месте с небольшим отрывом оказалась студенческая команда. Замкнули тройку лидеров сотрудники Алданской ЦРБ. По мнению жюри, с заданиями отлично справились все участники. А главной наградой стало позитивное настроение. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Также и в Ленске работники учреждений культуры играли в КВН. В искусстве юмора, остроумия и артистизма соревновались самые веселые и находчивые работники библиотеки, школы искусств, краеведческого музея, педагоги доп. Образования. Ты уже 6-й раз приходишь на экзамен? Дай бог, не последний. Тема КВН «Для нас профессии нет прекрасней» задала праздничный тон состязанию. С первых минут игры выяснилось, что культработники умеют не только нести культуру в массы, но и шутить. Герои праздника удивляли зрителей и болельщиков своей артистичностью. У каждой команды была своя изюминка. Яркие костюмы, острота сопровождения, танцы и оригинальная атрибутика. Все способствовало приподнятому настроению присутствующих в зале. Я, если честно, даже в небольшом шоке, да, такие эмоции, вообще все команды молодцы, особенно, появились даже свои любимчики, да, я хочу выделить музей. Девочки вообще большие молодцы, очень интересно, все такие творческие, креативные. Каждая команда была по-своему хороша, но с особой теплотой зрители принимали выступления команды работников Краеведческого музея, которая достойно показала себя во всех конкурсах игры КВН. Эмоции, конечно, зашкаливают. Замечательное мероприятие. Я думаю, что это нужно проводить. Это сближает, сплачивает команды, наше управление культуры. Поэтому мы с большим восторгом, просто под впечатлением сегодня надеемся на победу. Ничего не жаль, нету страха.
Лента «Безумный пони» представила вниманию зрителей юмористические сценки из библиотечной жизни, также шуточные песни о труде работников культуры района. Но мы решили показать людям, что библиотека – это не такое заведение, где вот ты сидишь, книжечки читаешь, все тихо, мирно. Мы хотели показать, что мы активные, что мы театральные, что мы веселые. Надеюсь, это получилось. Мы донесли свою мысль. Вызвала бурю оваций и громкого смеха, не оставив никого из зрителей равнодушными, сценка библиотекаря и современной молодежи. Адиос, читательный зал. Да. Окей. Девушка, а вам что, книга с собой не нужна, что ли? Книга. Она не включается. Идите уже. Знаете что? У меня вообще столько месседж в директ пришло. Я читать буду рил до вечера. Идите, читайте. Перед жюри стоял сложный выбор. Все команды были достойны первого места. Заряд положительных эмоций мы, конечно же, получили. Зачем пришли, то и получили. Хочется отметить, что каждая команда сумела подготовиться достойно. Отметить кого-то лучшего, худшего тут невозможно. То есть каждый был на высоте. Хочется опять же сказать спасибо ребятам за то, что нашли среди своего плотного графика работы. Культура, мы сегодня точно знаем, что культура – это плотный график работы. Нашли время, чтобы подготовиться, прийти и порадовать нас своим творчеством. Команда «Музейный патруль» получила заслуженную награду – диплом победителя районной игры КВН. Второе место заняла команда библиотекарей «Безумный пони». Замкнула тройку лидеров команда управления культуры «Кубатуры». Кроме того, члены жюри выделили самых харизматичных участников игры. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты, но я с вами прощаюсь. До встречи в дальнейших эфирах.